Продолжаем знакомство с Ижемским районом Республики Коми. Село Мохча расположено на холмах левого берега реки Ижма, возле протоки Мохча-Шар. Местное предание гласит, что на месте села был лес, в лесу стояла одинокая охотничья избушка и амбар. Охотника звали Мокий. Холм, где стояла избушка, назывался Мэкчой, то есть возвышенность Мока, а место амбара – Турыш-Кар, где Турыш – это кладовая при охотничьей избушке, Кар – это город, городище. Так появилось название Мокчой, преобразованное со временем в Мохча. Мохча основана в период между 1745 и 1763 годами. Древнейшие местные фамилии Артеев, Витязев, Ануфриев, Попов, Канев, Сметанин, Батманов, Филиппов, Вакуев. С 1782 года по 1816 год количество жителей увеличилось с 363 до 724 человек. В 1830-х годах построена каменная Вознесенская церковь с пределом Иоанна Предтечи. По записям 1835 года в Мохче было 504 человека мужского пола, о женщинах сведений нет. Побывавший здесь в 1843 году известный купец-промышленник, исследователь русского севера Василий Николаевич Латкин, отметил в своем дневнике, что в селе Мохчинском имеется 110 домов и большая каменная церковь. В 1850 году здесь проживало 1419 человек, а в 1859 году 1682 человека и имелось 203 двора. По свидетельству современника, побывавшего в Мохче в 1861 году, женщины здесь по-русски изъясняться не могут. Доктор в своем приемном покое должен говорить с пациентками, или посредством знаков и мимики, или через переводчиков мужей, нередко также с трудом его понимающих. Впрочем, к восприятию русского языка ижемцы, вообще говоря, очень способны, и все молодое поколение уже свободно и понимает, и говорит по-русски. В 1873 году здешний священник Михайлов писал: «13-летняя жизнь и служба в Мохчинском приходе порядочно познакомили меня с языком зырян. Тут я общался с зырянами и по части народной медицины, в известных наружных и внутренних болезнях подавал им возможную помощь». Михайлов не только хорошо изучил язык местных жителей, но и составил правила и таблицы по изучению ижемско-зырянского языка с указанием особенностей его. Свой труд он назвал «Практическое руководство к изучению ижемско-зырянского языка». Издана эта работа в Архангельске в 1873 году.
1875 году в Мохче для обучения детей открыто сельское училище, в котором в 1893-1894 годах обучалось 65 мальчиков и 11 девочек. В октябре 1897 года здесь начала свою деятельность женская церковно-приходская школа, где в 1900 году обучалась 41 девочка. Здание для этой школы построил на свои средства местный крестьянин, церковный староста Федор Филиппович Сметанин, награжденный 2 серебряными медалями за усердие. Учила многие годы девочек Мария Гривцова. Она же организовала хор девочек, учила играть их на разных музыкальных инструментах. В церковных клировых ведомостях за 1917 год записано, что кроме указанных учебных заведений в селе Мохче были еще 4-классное высшее начальное училище, начавшее свою деятельность с 1 сентября 1910 года, и 2-классное приходское училище Министерства народного просвещения, организованное в 1907 году. В 1916-1917 учебном годах в 4-классном училище обучалось 80 мальчиков и 20 девочек, в 2-классном 140 мальчиков. Здесь, видимо, нужно пояснить, 2-классные начальные училища существовали в России с 70-х годов XIX века в ряде уездных городов и крупных сел. В 1 классе было 3 года обучения, во 2 классе 2 года. 4-классные высшие училища представляли собой учебные заведения, занимавшие положение между начальной и средней школой. И обучались в них обычно 4 года. Не обошли село ни отечественная, ни гражданская войны. Еще в Отечественной войне 1812 года приняли участие 14 рекрутов из Мохчи. Рекруту-мохчинцу Ивану Дьячкову на тот момент было лишь 15 лет. Гражданская война на Ижемской земле оставила свой особый след, так как в Печорском крае долго и активно господствовали белые. 1918 год был неурожайным. Большинство населения голодало. Исполком Мохчинского волостного совета принял решение о принудительном изъятии хлеба. Это вызвало недовольство зажиточных крестьян. Многие взялись за оружие. В Мохчинской волости от рук белых погибли 27 человек. Лишь осенью 1922 года красные окончательно разбили белогвардейцев. Много сельчан погибло в боях с немецким фашизмом во время Великой Отечественной войны. В центре села установлен памятник в честь погибших, на котором высечено 177 имен и фамилий. Как уже говорилось в предыдущих видеороликах, ижемцы благодаря лениводству и развитию торговых связей,
связанных с ним, жили довольно зажиточно по сравнению с другими властями Коми. До сих пор в селе сохранились многие двухэтажные купеческие дома, ставшие памятниками архитектуры. В центре села уже более 100 лет стоит шикарный двухэтажный дом оленевода Петра Артеева. Фасад украшен резными наличниками, а балкон-беседка – ажурными решетками. Много лет в доме размещается администрация поселения. В далеком 1916 году было построено здание Мохчинской школы. Среди выпускников школы – 4-кратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, герой Советского Союза Андрей Хатанзейский, писатель Яков Рочев, поэт Владимир Попов и многие другие. Деревянный небоскреб, принадлежавший братьям Хатанзейским, был единственным в своем роде строением во всем Коми края. Но, к сожалению, дом был разобран в советское время, и мы не имеем возможности полюбоваться им. Сегодня село Мохчи живет активной жизнью. В 2018 году мохчинцы отпраздновали 280-летие своего села. Они не забывают свое историческое прошлое, самобытную культуру своего народа, а это основа фундамента для созидания будущего. По состоянию на 1 февраля 2022 года в селе проживает 1069 постоянных жителей. При озвучивании видео использованы материалы, подготовленные библиографическим отделом Центральной городской библиотеки города Сыктывкар для группы «Интересные факты о Республике Коми». Фотографии, использованные при монтаже, опубликованы на официальном сайте администрации Ижемского района. Если вам понравились аэросъемки сел и деревень Республики Коми, приглашаю посетить данный канал на YouTube и канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен. Теперь на этих каналах уже более 220 видеороликов. Съемками охвачены Усть-Куломский, Карткировский, Троицко-Печорский, Сосногорский, Кайгородский, Ижемский районы, а также городской округ Ухта Республики Коми. Дорогие друзья, будьте активными, пишите комментарии, делитесь своими историями и идеями. Подписывайтесь на мои каналы, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые публикации, и поддержите, нажимая на кнопку «Палец вверх».